Так, секундочку. Так, сегодня 23 июля 2025 года, 17 часов по Берлину, 18, соответственно, по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Охота началась. Путин. Цель номер 1». Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. И будьте осторожны. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Смотреть безопасно всем тем, кто находится в Ичкерии, либо в России. Так, что еще? Ну, все тогда. Все остальные присоединяйтесь. Как обычно, начинаю свой стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины за потери боевиков за прошедшие сутки. Ликвидировано и ранено 970 боевиков, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 115 БПЛА сбито, 88 автомобильной техники и цистерн уничтожено. С чем я вас всех и поздравляю. Как-то так, друзья. Как-то так. — 21 июля, позавчера, то есть, сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News заявил: Путин, наступает твоя очередь. Трамп – это Скотти Шефлер. Скотти Шефлер – это многократный чемпион-гольфист. Американской политики, то есть Трамп – это Скотти Шефлер, американской политики и международной дипломатии. И он собирается надрать тебе зад. Извиняюсь. Это прямая цитата. Давайте об этом поговорим, друзья. Короче говоря, Владимиру Путину ничего хорошего ждать не приходится. Ну, всякое бывает. Владимир Путин тоже много людям планы попортил. Мне кажется, теперь настала пора платить по счетам. Привет. Привет, друзья, приветствую. Прошедшей ночью
В Ростовской области произошла атака беспилотников. По данным местных властей, удары пришлись по Новочеркасску, шахтам и нескольким районам региона. Падение обломков дрона вызвало несколько возгораний, которые быстро ликвидированы. Также повреждены 4 автомобиля. В 2 местах города обнаружены разорвавшиеся элементы беспилотников. По предварительной информации, возможными целями атаки могли быть железнодорожная инфраструктура и энергетический объект. После происшествия в городе временно ограничили движение на железнодорожном переезде, что вызвало пробку. Так. Так. Что-то. Карикатура такая, картинка такая. Женщина приходит в церковь исповедоваться. Такая карикатура. И говорит: отец, святой отец, я согрешила, я грешная. Он говорит: я знаю, я подписан на твой инстаграм, говорит тот. Он, короче, уже не актуально. Тайна исповеди уже не актуальна. Так, давайте, что у нас по комментариям. Так, не читал новость про игрушки. Так. Шалом, Иркин. Свободу Ичкерии. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Кстати говоря, в Украине же сейчас идут протесты. Нужно эту новость тоже обязательно упомянуть. А то я постоянно жалуюсь, что в Украине не борются с агентурой, что на передовой войны побеждают, а в тылу проигрываем постоянно. Это не просто я жалуюсь только потому, что мне хочется так жаловаться или же о чем-то таком говорить. Но дела совсем принимают другой оборот. Дело в том, сейчас, одну секунду. В Украине проходят протесты, в основном связанные с принятием закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры САП. Эти акции стали первыми крупными антиправительственными протестами с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ключевые события. 22 июля, то есть День чеченского блогера, вчера,
2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект номер 12414, который подчиняет НАБУ и САП Офису Генерального прокурора, фактически лишая их независимости. Закон был одобрен 263 голосами за, 13 депутатов проголосовали против, еще 13 воздержались. Подписание закона. Президент Владимир Зеленский подписал закон, несмотря на протесты и критику со стороны общественности и международных партнеров, включая Евросоюз и страны G7. Зеленский заявил, что изменения направлены на устранение российского влияния в антикоррупционных органах. Акции протеста прошли в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и в Сумах. В Киеве протестующие собрались у театра имени Ивана Франкова, во Львове с плакатами, называющими закон капитуляцией перед коррупцией. По оценкам, в Киеве на протесты вышли от нескольких сотен до более чем 2000 человек. Реакция общества. Активисты и волонтеры обвиняют Зеленского в предательстве идеалов Майдана и возвращение к коррупционным практикам времен Януковича. Некоторые даже упоминали возможность нового Майдана. Еврокомиссар Марта Кос назвала закон серьезным шагом назад для интеграции Украины в ЕС. Послы G7 выразили обеспокоенность, подчеркнув важность независимости антикоррупционных органов. Новые протесты анонсированы в Киеве, Днепре, Львове на 23 июля 2025 года. Депутаты планируют оспаривать закон в Конституционном суде Украины. Общественное недовольство растет, а протесты рассматриваются как реакция на усиление контроля власти над антикоррупционными институтами. Конечно же, это такая удобная отмазка освобождать от российского влияния. Да, такая удобная отговорка на все случаи жизни. Конечно же, именно этого я бы хотел бы, чтобы в Украине не было российского влияния, не было КГБ. Но также мы должны понимать, что это может быть такой дежурной, удобной отговоркой, чтобы сказать, это он, ФСБшные они, враги там, и так далее. С другой стороны, какие-то подвижки должны же быть. Какие-то подвижки должны быть. И как-то так, друзья. Будем наблюдать, будем смотреть. Мы поддерживаем всех тех в Украине, кто выступает за свободную, независимую, без влияния России Украину. Посмотрим, что из этого получится. Так, давайте в комментарии ваши посмотрим, что вы тут пишете. Что скажешь про войну в Украине до конца этого года? Что я могу сказать, Иргин? На мой взгляд, война продолжится. Знаешь, по крайней мере, так мы видим это все. Сегодня нету никаких признаков того, что война может закончиться. Даже переговоры, которые сегодня проходят в Турции, они тоже по факту никакой особой надежды нам не дают. Что будет? Не знаю. Я думаю, что война еще продлится некоторое время. Даже если будет передышка в Украине, какая-то там пауза какая-то, которую русские не хотят допускать, мне кажется, пока даже паузы не будет. Посмотрим. Конечно, каждый день все меняется, каждый день может быть какая-то новость появиться. Но ясно одно, что охота на Путина началась, и он цель номер один. Вот это я могу сказать.
В Израиле Кнессет проголосовал за распространение суверенитета над Иудеей, Самарией и Иорданской долиной. Что скажешь? А, ну, что я могу по этому поводу сказать? Ну, во-первых, я не знаю, насколько это правда. Насколько то, что ты говоришь, это является реально так. Может быть, ты ошибся. Может, ты не ошибся. Как-то так. Что такое Иорданская долина, я тоже не знаю, если честно. Я знаю государство Иордания. Все, больше я ничего не знаю. Потом есть еще до сих пор, ну, правда, все это меняется, именно поэтому сейчас эти процессы начали происходить. Мировой порядок есть, да, есть ООН, Организация Объединенных Наций, у которых страны имеют четкие свои границы. И у Иордании, если она какое-то отношение имеет к Иорданской долине, есть своя граница. Это так, чтобы понимать. Поэтому я пока ничего не могу сказать по этому поводу. Как думаете, как долго после введения санкций война будет длиться? Ну, как говорят американцы, сами американцы, что если ввести настоящие санкции, которые ведут, ну, фактически эмбарго на закупку российской нефти и газа, то сами же американцы, это сенатор американский, по-моему, Кеннеди это был, он сказал, что через 3 месяца мы задушим, поставим Путина на колени, он сказал. Через 3 месяца. Если сейчас только процедура начинается, и, грубо говоря, в конце августа, начале сентября она начнется, но нужно исходить, что 3 месяца обычно как бы не всегда везет, что вот сказали 3 месяца, и за 2 месяца все задушили. Тем более та сторона будет усиленно сопротивляться и уже очень много сделала для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы ее так просто не задушили. То, исходя из сентябрь, октябрь, ноябрь, то до декабря экономика до конца этого года, экономика России должно начать мощно трясти. Трясти. И это может затянуться, дотянуть до следующего года и, возможно, 26-й год и конечный итог, конечный год может быть 27-й год. Посмотрим. Я как бы просто предполагаю, у меня нету никакого инсайда, как вы понимаете, поэтому я вот вижу это так. Пока что война в этом году закончится, я не вижу. Как долго будет вестись, тоже неизвестно. Если России будут помогать, и те же китайцы, корейцы, там, иранцы, кто еще у него помогает, сатана, который у них там на Лубянке сидит и в Кремле. Ну, вот как-то так, не знаю, не могу сказать. ФСБ получила право создавать собственные СИЗО. Закон подписал Путин. Он вступит в силу с 1 января. Сегодня ФСБ является правопреемником и наследником советского КГБ, у которого также были свои СИЗО. Да, у КГБ, у НКВД были не просто СИЗО свои, у них были свои суды, право судить, и они сами же судили, сами людей расстреливали. Тюрьмы, да, тюрьмы, следственные изоляторы, все это у КГБшников было. И, знаете, на самом деле, оно всегда и сохранялось за ними. Например, тюрьма Лефортово, это КГБшная тюрьма, она была передана в СИН, но там правила были полностью КГБшные. Вообще, все там было вот как у них в КГБ. Поэтому, например, судебные системы, судебных органов ФСБ нет.
но есть телефонное право. Да, мы же исходим не из того, что написано на бумаге, а потому что закон на России, формальный закон, он не работает. Есть какие-то законы работают, а есть какие-то вообще не работают. И вот у ФСБ полный контроль над судебной системой сохранился. Все судьи на крючке у ФСБ. Назначаются ФСБшником Путиным. Да, за личной подписью все федеральные судьи назначаются Путиным. Поэтому, ну, в принципе, ничего особенного такого нет. Просто вот если ФСБ создает свою тюрьму, ну, имеется в виду, берет контроль, формально, официально берет контроль над СИЗО, над изоляторами, ничего нового в этом нет. Они, как я сказал, пытают людей, убивают там людей, распиливают их, отпитают там. Все это как бы у них это все присутствует. Ну, не знаю, посмотрим. Будут только готовиться к репрессиям. Это можно говорить о том, что ФСБ больше прибирает. Они берут власть в свои руки, то есть формальную власть, которая, в принципе, она и так у них есть. Вот просто формально берут. И КГБшники готовятся к очень своим предстоящим репрессиям, которые они будут проводить, эти репрессии. Другого у них выхода, чтобы сохраниться, нет. В принципе, всегда в истории они так и поступали. Салам всем свободным людям, салам, брат Асан. Салам, дорогой это. Шалом алейхум. Как-то так. Как-то так. В Германии стали быстрее выдавать гражданство. Консерваторы это критикуют. Берлинское ведомство по делам миграции и гражданства в первой половине 2025 года выдало заявителям 20 тысяч немецких паспортов, пишет таблоид Bild. И до конца года планируют выдать гражданство еще 20 тысячам. В сравнении с предыдущими годами это резкий скачок. За весь 2024 год принято 21 802 решения. И до этого в среднем за год рассматривали до 9 тысяч заявок. Представьте себе. То есть минимум два раза увеличили. Больше, чем в 2 раза. По данным СМИ, скачок скорости обусловлен цифровизацией ведомства. С 2023 года почти весь процесс натурализации можно пройти онлайн без необходимости личного собеседования, которого в Берлине, например, можно ждать более года. Заявки на паспорта стали рассматривать быстрее и в других регионах Германии. Так, в Кёльне с января по июнь выдали 3083 паспорта, чуть меньше, чем за весь 2024 год. В Гамбурге и Франкфурте этот показатель вырос более чем на 50%. Отходу от бюрократии многолетних очередей оказались не рады немецкие консерваторы. Ну и так далее, и так далее. Короче говоря, я так полагаю, что это не только бюрократическое улучшение, скажем так, перейдя на цифровизацию, но это еще и подготовка к войне. Нужны солдаты. Нужны солдаты. Валейк салам, Богдан. Нужны солдаты.
Андро, это секрет. Это пока секрет, да. Так, я смотрю что-то. Да, ясно. Что-то я уехал назад. Так. Что это? Буквы здесь цвета поменяли, я не понял. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Приходи ко мне вчера, да. Так, когда будем открывать шампанское в честь победы Украины и распада России? Ну, ты решил зайти с другой стороны, да, Иркин?
Не знаю, когда будет победа, мы пока не знаем. Нужны дальнобойные ракеты. Я думаю, они уже есть, Иркин. Они есть. Я думаю, дальнобойные все имеется. Все имеется. Я смотрю, наши зрители просто молчат, молчат. Ну, я тогда ознакомлюсь. С новостями сегодняшними.
я так понимаю, исчерпывающе, да? Вопросов нет. И слава богу. Троллей сегодня нет и тишина вообще. Видимо, тролли заходят, когда у нас больше 100 человек нас здесь бывает. И они вот тогда активизируются. Bir счетцum то. Проверить там цена, да? Вот задал вопрос искусственному интеллекту и говорю, самые интересные вещи за всю историю. Изобретение письменности 3100 лет до нашей эры, Месопотамия. Появление письменности, клинописи в Шумере. Знаете, это может быть связано в том числе с чеченцами. Да. Стало переломным моментом, позволившим сохранять и передавать знания между поколениями. Это дало начало развитию науки, права, литературы, сложных обществ. Без письменности не было бы истории в современном понимании, так как устная передача ограничивала объем и точность информации. Письменность сделала возможность создания первых кодексов законов, например, кодекс Хаммурапи. Учет экономики и развития культур. Это фундамент цивилизации. Да, трудно с этим не согласиться. Второе из самых великих открытий – изобретение интернета. Это 1960-1990-е годы. Представьте себе, письменность изобрели 3000 лет назад, 3100 лет назад, до нашей эры, то есть не 3100 лет назад, 3000, около 3100 лет назад, до нашей, то есть где-то 5000 лет назад изобрели. Можете себе представить? И наравне с изобретением письменности стоит изобретение интернета. То есть США, благодаря тому, что изобрели интернет, пустили его, не только сами станут еще мощнее, богаче, величественнее и так далее, но они еще останутся на 5000 лет в истории, что вот в США был изобретен интернет. Создание интернета радикально изменило коммуникации, доступ к информации и образ жизни человечества. Это технологическая революция, сравнимая по масштабу с изобретением колеса. Интернет объединил мир, сделал знания доступным каждому. Интернет породил цифровую экономику, социальные сети, глобализацию и даже новые формы протестов. Он продолжает менять общество, вызывая как восторг, так и споры о приватности и дезинформации. И как вы думаете, что является третьим самым великим изобретением за всю историю человечества?
Так, ну, давайте, никогда не догадаетесь. Никогда не догадаетесь. Первая письменность, второе интернет. Что является третьим? Что мне подсказал Грог? Революция, Великая Французская революция, 1789-1799 годы. Революция не только свергла монархию во Франции, но и заложила основы современных идей демократии, прав человека и гражданского равенства. Декларация прав человека и гражданина 1789 года стала символом борьбы за свободу и вдохновила революции по всему миру. Она изменила политический ландшафт Европы, ускорила конец феодализма и дала толчок формированию национальных государств. Революция также показала, как идеи могут менять мир, но одновременно привела к хаосу и террору, что делает ее драматически захватывающей. Ну, я не согласен, конечно, что Великая Французская революция является наравне с изобретением интернета и письменности. Смешно, почему он это написал, непонятно. Но я могу сказать, что феодализма у нас в Чечне не было вообще. То есть никаких разделений людей на рабов и господ не существовало. Просто немножко опоздали. Колесо, наверное, да, скорее всего, лучше, конечно, колесо. Ну, давайте еще раз посмотрим, что здесь можно, если снова задать этот вопрос ему, что он ответит. Изобретение письменности, повтор идет, падение Западной Римской империи, изобретение интернета. Видите, заменили, этот искусственный интеллект заменил Великую Французскую революцию на падение Западной Римской империи. Но интернет и письменность остается вне конкуренции. И тоже опять Великая Французская революция. Ну ладно. Ты веешь смуту, это спецом. Руслан, давай, Руслан, я смотрю, ты меня продажным уже обозвал. Кем ты только меня не обозвал, Руслан? Давай, только давай я тебе сейчас дам слово. Но только чтобы ты вел себя... Давай, делай запрос. Что-то я не вижу, что ты просишь слова, запрос не делаешь. Не такой ты уж смельчак, оказывается. Да ну тебя. Ну и где ты, Руслан? Видишь, все, оказывается. Ну и тролли, продажный, не продажный. Ты меня провоцировал, что ли? Ну вот, я же тебе дал слово, тебя нету. Ну да ладно. Вот и все. Что и следовало доказать. Как так получилось, что в ЕС захватили власть левые социалисты? Не знаю. Михаила Веллера смотрите или слушаете? Нет, неинтересно мне смотреть на исламофоба. Ну, вообще, знаете, у российского общества, вот Михаил Веллер, он якобы там был диссидентом там, и так далее. Во-первых, я не верю в это диссидентское движение Советского Союза. Там по пальцам можно перечесть, кто был реальным диссидентом, таким идейным диссидентом. Все остальные имитировали вот это диссидентское движение и вот занимали нишу, как сейчас они везде создают симулякры. То же самое было при КГБ. Поэтому только лишь за то, что Веллер был диссидентом, это вообще ни о чем. То, что, да, писать умеет, человек грамотный, ну вот видите, его вот так, он был в союз писателей, там где-то куда входил, ну и так далее, развивался чувак.
Но это фашист, самый настоящий. Вы просто не слышали, как он про ислам, про мусульман там говорит. У них просто невозможно не говорить про что-то фашистское, понимаете? Я же не просто так их фашистами называю, россиянцев. И Веллер является таким же фашистом, самым настоящим. Поэтому он может болтать что угодно, изображать из себя каким-то борцом за там, с путинским режимом и так далее, но при всем при этом, а, если бы он был бы реальным борцом, ему бы давным-давно бы запретили бы там на Эхо Москвы, там куда его еще приглашали, его вообще не печатали бы, понимаете? Я борец за российским оккупационным фашистским КГБшным режимом. Вот просто посмотрите, я не говорю, насколько качественно я борюсь или нет, насколько я это делаю эффективно или нет. Я говорю о том, что посмотрите, что происходит с моим каналом, со мной. Вот сегодня нас смотрит 40 человек сейчас, да, в данный момент. А в другие раз у нас смотрит 1000 человек. Канал запрещен на территории России. Я объявлен иноагентом, и моя организация экстремистской. Против меня и всего моего окружения ведется транснациональное репрессивное преследование. Этот термин использую, я сейчас изучаю всю эту науку, как русские делают. Обычно это у русских, у китайцев и немножечко у турков есть вот это транснациональное репрессивное преследование. Когда преследуют вас не прямо, а оказывают давление через там родственников, знакомых, там кого-то могут засылать третьих лиц к вам для внедрения, дискредитация, и все, и все, и все, и все. Веллер это обычный исламофоб. Ну, обычный россиянин, здесь много говорить не обязательно. Россиянин, значит, по большей части фашист и исламофоб. Абсолютно согласен, Асланбек. Ограниченный и, знаешь, фашистующий. Просто ограниченный, просто его тупым назвать. Но это было бы не совсем точно. Да, тупой, да, ограниченный. Да, умеет писать, там в этом смысле грамотный. А так, просто тупой. А с другой стороны, просто это нутро. Это суть русского мира. И Веллер является ярким представителем этого русского мира. Понимаете? Это фашня самая настоящая. По-другому его не назвать никак. Так. Ну, про грузинских диссидентов можно точно так же сказать. 99% были КГБшники. Да, да, наверное. Почему? Почему? Чем отличаются советские, российские, московские от грузинских? Да, советские все одинаковые были, я думаю. Так.
Я считаю, что арабские мусульмане отличаются от мусульман СНГ, потому что у них ислам стал их политикой. А у нас это не более чем на бытовом уровне. У нас ислам более высокоморален, чем у них. Но не знаю, что ты в это вкладываешь, Иван. Арабы, их тоже очень много. Арабов сотни миллионов. И поэтому они все очень отличаются. Не все, но отличаются. Есть большие различия среди некоторых из них. Ну, я не знаю, что тебе сказать на это. Че, Руслан, ты вернулся? Я же тебе давал слово. Ты опять пришел. Давай, Руслан, где ты? Давай, я тебя приглашаю, да, тебя? Делай запрос, или как это все делается? Делай запрос, я тебе дам слово. Если ты будешь себя вести уважительно, я тебе дам слово. Давай. Да не, Руслан, ты, оказывается, уже нахамил, нагрубил, я только увидел только. Нет, давай за русским кораблем. По старой традиции, ты уже дорогу знаешь, наверное, давай. На дно, значит, на дно. Понимаешь? Так, Русик, ты не сумел воспользоваться возможностью, поэтому ты уходишь в баню. Ты ушел в баню, что есть хорошо. Да, да, Самек, совершенно верно. Все арабы разные, и там много и течений, и своих обрядов, и не все арабы мусульмане, да. Девочкам не позволено учиться, женятся не очень юные девочки, на не очень юных девочках, что у нас далеко не приемлемо. Ну, Иван, я не знаю, о чем ты сейчас говоришь, но я тебе скажу, что арабские девочки очень хорошо учатся и очень грамотно учатся, очень способные девочки. Сюда в Германию приезжают и работают, и стоматологами работают, и разные там другие образования получают. И в своих странах тоже, может, в Саудовской Аравии там как-то построже все это у них, а в других местах это не так. И женятся, ты говоришь, на очень юных девочках. Ну, что ты подразумеваешь под очень юные девочки, я тоже не знаю, сейчас распространяется вот эта разная ересь, которая выхватывается агентами КГБ и полезными идиотами из разных хадисов. Хадисы, как мы знаем, есть достоверные, недостоверные, немножко достоверные, немножко недостоверные. Там очень большой такой разброс этих хадисов. Поэтому и взят один из хадисов, что там пророк Мухаммад, мир ему, женился на 9-летней девочке. Это не соответствует действительности, а, только лишь на основании какого-то хадиса, что вот кто-то там сказал, и вот вдолбили, вложили в сборник хадиса вот этот хадис, и об этом нам рассказывают. Я в это не верю, нигде, ни в Коране, ничего подобного не говорится. Но вот для того, чтобы какому-нибудь халифу или какому-нибудь царьку жениться, страдающего педофилией, жениться на 9-летней или 8-летней девочке, вот этот хадис самый подошел, наверное, в истории. А что пророк Мухаммад, мир ему, женился, я в это не верю, во-первых. Во-вторых, сейчас это как бы накручивается. Поэтому я знаю, что некоторые у нас женятся в 16 лет. И в 15 лет даже девочки могут там своровать могут. Там есть такая традиция, которая абсолютно мне не нравится, там как похищение невесты. Ну, это такое, это на самом деле никакой не похищение. Ну,
скажем так, временное перемещение ее бывает. Например, потом все сообщают сразу родственникам, все это как бы это не просто похищение, чтобы вот похитил куда-то в горы, увез и живешь с ней. Нет, это не так делается. Она берется, ее перевозят к своим ближайшим родственникам, моментально причем. Она не должна задерживаться в пути отсюда ее, и потом сразу сообщают ее родственникам. Он сам уже там нигде не присутствует, он просто вот применил силовой метод, как вы понимаете. Поэтому разные бывают, 15-16 лет бывает женятся. Ну а так, 18-19 лет раньше считалось, что это вот возраст девочки женить, выйти замуж. Сейчас 25 лет уже считается нормальным возрастом уходить. Раньше это считалось старой девой и так далее. Сейчас это уже 25 после высшего образования нормально считается. То же самое я могу сказать и про арабов. Тоже все по-разному, нельзя так обобщать. Ромалы и в 14 женятся, но никто на весь мир это не кричит. Ну, 14 лет, Асланбек, на самом деле, да, это маленькая, это девочка, это на самом деле очень маленький ребенок, но это уже как бы, она может выходить замуж как бы уже биологически, скажем так. Ну, конечно, это ребенок вообще. Но как цыгане женятся? У них в основном ведь это делается не так. Вот на улице увидел 14 лет, схватил, женился. Обычно это все друг другу знакомы из их комьюнити, из их общества. Там мам, пап знают, они там друг друга знают. И вот как бы такой брак делается. Что Поэтому, конечно, 14 лет это очень маленький, но всегда есть родители, поддержка, поэтому в этом смысле, может быть, 14 лет это еще можно как-то где-то допустить в особых случаях, там, если девочка, она выросла, взрослая уже 14 лет. Вот, ну, не представляю, конечно, 14 лет, это, конечно, очень мало. Но, опять же, и 16, если честно, это еще ерунда. 14-16 лет, это еще ребенок абсолютно. Ну, как-то так, друзья. А то, что 9 лет, это все сказки, я в это не верю. Я не верю вот в эти все, особенно сейчас. Из этого делается какая-то там тема, обсуждают, что-то там нам рассказывают. Бред собачий. Сидят КГБшники, да, и рассказывают, какой ислам плохой, какой ислам плохой, какая религия плохая, какая она там такая-сякая. Ислам неплохой. Люди, которые этот ислам нам пытаются донести, они могут быть хорошими, плохими. А ислам это мировая религия. Нохчи бусал оман стаго. Таха гудадиза сенсо нохчи о бусал сакхач. Таха. Что дальше? Не хочешь отвечать, в смысле не хочешь отвечать? Что ты имеешь в виду? Ву Аслан. Ну хорошо, ву. Дальше что? Я не могу понять. Вусо, ву, ночи, ом, бусал, стагусо. Дальше что? Или это вопрос был, просто там вопросительного знака я не увидел. Уэгаса. Уэгаса. Убогда, Уэгаса. Через Google переводчик я здесь шумацу. Уэгаса до Адашк. Сен Лилдоа. Индонезия, Калимантан. Сүйек худой, сүйек хуцадой, хомилу сүйек, бэр. Хомичервелла вообще, хомилу сүйек худо, сүйек хуцадо, бэр. Садиет я мас бол, мас багарбеш, шейна шаш, шей хош цайохшон, саюат я беги, садиет я боли, мас багарбеш лилш бол. Далойча, никши, нет, войга дори, цадори. Аз дешдек цадохи, ночи чунга цадо, бёрсег я цадо, бёрсег и чуал, хамаж ишту я цибах.
ده logamos, tiem bolidī deres, un log der, puramdaldīšu viss tiek dēts. И та елаку чур. До того, да, бесполезно на душу. Ну, тролль, щук, троллятина. Что ца не осталари, что ца деш карьер. Что ума деш дец, хочу еще я здесь, чудо. Иосиф, какая цель? Лад сомулет, аноним хельдж. У тебя не существует фантомбях сомулет, а вот ведь. Сободила Индонезия. Хойт вишчек. Хантея лирующие, давайте. Вы меня тут раздражаете, да. Отвлекаете. Троллятина. Вот 125 человек уже нас смотрят в YouTube. И все, и троллятина потихоньку начинает подтягиваться. Есть большая разница между сегодняшними мужчинами и женщинами. Есть большая разница. Что ты имеешь в виду, Шейх Мансур? Что ты имеешь в виду? Разница есть, это правда. И сегодняшними, и 100 лет, и 200 лет назад. Да? Это так. Странное чувство. Слушать чеченский язык звучит как грузинский, но ни слова не могу понять. Да, у нас похоже, кстати, звучит языки. Спасибо, Дар. Шляпа, да. Шляпа мне нравится, да. Кстати, умер Оззи Осборн, кстати говоря. Помните Оззи Осборна? Патриоты помогут Украине, как думаешь? Что вы имеете в виду, патриот? Патриоты же как раз и защищают Украину, нет? Ва алейкум салам, Руслан.
Dickie Ruslan, dal bu hasta, eine Mujo. Салам, Эльгар. Салам. Путина не слышишь тот последний день. Путин, видимо, пока в бункере сидит. Да. Путину, хотя бункер тоже не спасет. Видимо, у него, знаете, какая ситуация? Он, наверное, не в бункере, сейчас уже бункеры, это уже не актуально. После Ирана, нанесения удара по Ирану, сейчас говорить о бункерах, видимо, не актуально. Видимо, прячется там на конспиративных квартирах, там они там заметают следы, прячут его. Он, наверное, в Якутии построил бункер. Я думаю, да. Я думаю, он бункер построил не только в Якутии, и в Москве, в Подмосковье, и в Сочах, и в Екатеринбурге. Везде у него, я думаю, бункеры есть. Еще со времен Сталина там они переоборудовали, обновляли. Может, в Гватемале, может, в Северной Корее. Но я думаю, пока вот на Русне он. Путин, там Зеленский выступает. Роман, а ты что это на Путина такие вещи говоришь? Путину нравится, что вот Зеленский вот так танцует? Нравится, да? Ага, но это многое объясняет, что же раньше нам этого не сказали, Роман говорит. А я думал, вы за Путина. Или вы за Путина просто за правду, да? Отлично. Отлично. Интересно, конечно, получается с вашим Путиным. Очень интересно. Даже не знаю, что теперь думать. Почему вы так не любите Путина, говорит Руслан Агзамов. Руслан, ну смотри, получается, что Путин взорвал своих же россиян, свои же дома и убил россиян. Он вроде бы за русских, там все такое. И вот как ты на это смотришь? А ты, Агзамов, сам откуда? Не с Дагестана ты случайно? А? Не из Дагестана ты случайно? Просто если ты из Дагестана, у меня была еще одна, еще один контраргумент. Не из Дагестана. Откуда ты, Агзамов?
Путин столько людей убил, что у него руки по самую макушку в крови. А он спрашивает, почему его не любите? Так, Медведев точно водку пьет. Явно люксовую европейскую водку еще, а сам постоянно на Европу наезжает. Ну, видишь, у него запасы водки уже определенные он уже набрал, поэтому можно и понаезжать. Пока можно понаезжать. По твоей логике, взрыв башен-близнецов тоже спецслужбы США устроили? Нет, почему? Спецслужбы только не США, а России. Российские спецслужбы причастны к атаке на башни-близнецы в 2001 году, 11 сентября. Я это утверждаю. Константин Боровой, который уже который раз где-то там замешан в таких странных совпадениях, прилетел в Америку, сперва он пошел в американское посольство и сказал, что вот готовится нападение при помощи самолетов на США. Представьте себе. И ему сказали, что мы такую информацию получать не уполномочены, и он полетел в США и передал эту информацию о том, что готовится нападение при помощи самолетов на Нью-Йорк или на Америку. И вот не воспользовались этой информацией. Ну, все бы ничего, да, может быть, американцы были какие-то непрофессионалы, которые не взяли и не воспользовались такой важной информацией, которую дает Константин Натанович Боровой. Но есть другой тоже эпизод, когда в 2013 году российские спецслужбы, один из соорганизаторов теракта в Бостоне является Дмитрий Кечкин, нынешний главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Тогда там братья Царнаевы, которые попали в сети исламистских вот этих вербовщиков ФСБ, заманили Тамерлана Царнаева, сперва его семью, и потом его самого в Дагестан, где его обрабатывали. Но перед тем, как его заманить в Дагестан, ФСБ сообщила ФБР о том, ФБР и ЦРУ, сперва ФБР, затем и ЦРУ тоже они дали информацию, что Тамерлан Царнаев и его мама Убейдат, представляя США, являются радикалами. Их ФБР допросило, Тамерлана допросила ФБР, и ничего не за ним наблюдение было какое-то время, ничего не нашли в нем. А не нашли они в нем подозрительное на радикализм и угрозу для Соединенных Штатов Америки, потому что в нем этого не было. Врагом Тамерлана и семьи Тамерлана Царнаева была Россия, которая уничтожала его народ, а в данный момент у него мама была с Дагестана, аварка по национальности. Они в данный момент как раз убивали в Дагестане дагестанцев, в том числе аварцев. И у Тамерлана, Америка никак не могла быть врагом. ФБР проверила, допросила, пообщалась с Тамерланом и ничего не выявила, что говорит о том, что этим следственным действиям можно доверять. После того, как Тамерлан оказался на Кавказе, его друзья погибали рядом с ним, которые были там, познакомились. И после этого, когда он вернулся, он уже был в США. Он был подготовлен, обучен делать эту бомбу. И он прилетел в Америку, чтобы уже с целью совершить теракт. Почему я рассказал вам эти два случая? Дело в том, что Константин Натанович Боровой, который общался с Джохаром Дудаевым и слишком долго, чем обычно, разговаривал по телефону с Константином Натановичем, и был убит российскими спецслужбами Джохар Дудаев.
И случай, когда он полетел в Америку и сообщил о том, что готовится нападение на США при помощи самолетов арабскими террористами, и случаи, связанные с братьями Царнаевыми, похож в одной детали. Когда ФСБ сообщало о том, что братья Царнаевы, точнее Тамерлан Царнаев, представляет из себя угрозу для США, является радикалом, но никакой другой информации они не предоставили. Что вот есть такая вот угроза. Никакой, ни пояснений, ничего. Вот что вот у ФСБ на листочке была написана информация, что Царнаев там представляет угрозу. И тут точно так же без какой-то основы, без какой-то четкой видимости по этой информации, точно такую же информацию, точнее полуфейковую информацию представил Константин Натанович Боровой по поводу атак на 2001 году, предстоящих атак самолетами. И вот я пришел к такому умозаключению, что это излюбленная тактика ФСБ, еще другие есть моменты, где ФСБ дает информацию для ФБР, для ЦРУ, для еще каких-то западных спецслужб, но не дает ее до конца. Таким образом, во-первых, ФСБ узнает, есть ли какая-либо информация по поводу вот этого готовящегося теракта, что прямо или косвенно бросает тень на саму ФСБ, раз она такую информацию дает, она проверяет и выявляет, что знает ФБР про Тамерлана Царнаева. Если бы Тамерлан Царнаев был бы агентом ФБР, об этом бы они узнали бы. Понимаете? Просто ФБР не провела бы никаких бы следственных действий в отношении Тамерлана Царнаева. Понимаете? И таким образом ФСБ узнавала, является ли Тамерлан Царнаев агентом ФБР, чтобы начать им полностью заниматься. Затем его переманили в Чечню. Точно так же Константин Боровой сообщает информацию, и ФБР, если у них есть какая-то информация по поводу готовящихся ударов, и тут Константин Боровой сообщает эту дополнительную информацию, то все складывается. Значит, получается так, что у ФБР есть информация, что операция отменяется. То есть операция, совершенная вот это Аль-Каидой нападение, можно было бы отменить. Поэтому я считаю, что в 2001 году Константин Натанович Боровой, который последним разговаривал с Джохаром Дудаевым, и, как говорят родственники Джохара Дудаева, там, в частности Алла Дудаева, о том, что дольше обычного разговаривал в тот день Джохар Дудаев с Константином Боровым. Поэтому тень сомнения на Константина Борового накладывается, и не только по поводу гибели Джохара Дудаева, но и 2001 год, атаки самолетами на 11 сентября на башни-близнецы. Поэтому вот как-то так, если начать разбираться, я думаю, как раз сейчас Константин Боровой находится в Америке, я думаю, будет в самый раз американским следователям заняться этой персоной. Ведь тогда с убийством Джохара Дудаева тоже неоднозначно все получилось. Не просто же убийство президента Чеченской Республики Ичкерия, демократического государства, европейского демократического государства, между прочим, на секундочку так убили всенародно избранного президента Чеченской Республики Ичкерия. Более того, знаете, как получается, во время, точнее, убийства Джохара Дудаева, в этот день в Москву прилетел Билл Клинтон. И фактически получилось так, что потом уже российские спецслужбы забрасывали через свой Кавказ-центр, через Маулади Удугова информацию о том, что
Это американцы сделали, что за этим стоят американцы, за вот атакой на Джохара Дудаева стоят американцы, что абсолютно не соответствует действительности. На мой взгляд, я провел, мне кажется, убедительно расследование, привел факты, есть у меня текст на эту тему. И вот какая-то странная вот такая напасть на Константина Натаныча, каким-то вот странным образом. Вот он оказывается в друзьях, потом эти друзья гибнут, потом Константин Натанович хорошо зарабатывает, живет в Москве, и у него все хорошо, все нормально. Потом он сообщает по поводу готовящихся атак на Нью-Йорк при помощи на США при помощи самолетов. Но и до конца не дается информация. И в случае не полная дается, такая поверхностная. Да, где-то там самолеты где-то нападут. Нельзя же все 100 тысяч самолетов американских там отслеживать, правильно? И после того, как произошло нападение на США 11 сентября, многие ФБРовцы, высокопоставленные, полетели со своих мест. И причиной была в том числе их увольнений, была в том числе та информация, которую Константин Натанович давал и говорил, что вот, смотрите, готовится. Как это вы прозевали такую информацию, им сказали. То же самое касается и 2013 года, когда в Бостоне была атака на марафон, и тогда ФБРовцы тоже полетели. Головы ФБРовцев, высокопоставленных, тоже со своих мест полетели. Они были сняты, некоторые сняты, некоторые выговоры, некоторых перевели в другие места. Только лишь из-за того, что они не до конца проверили информацию, которую дала ФСБ. И в первом случае, в 2001 году, и в 2013 году, если только два этих случая брать, ФБР выставлялись неумехами, непрофессионалами, а русские, наоборот, пытались помочь, которые владеют информацией, все у них они могут. И вот каким-то вот странным образом так получилось, что проморгали ФБРовцы. И вот такая вот ведется совпадение, да? А я вот думаю, что это не просто совпадение. Так, давайте дальше. Почитаем ваши комментарии. То есть этот самый разговор перехватили русские через спутник, говорит Андро. Нет, я думаю, не так было, Андро. Сам сигнал был зафиксирован, сам звонок перехватывать необходимости нет, само общение. Сам сигнал был перехвачен. И этот сигнал они могли перехватывать абсолютно без чьей-либо помощи. Абсолютно. Они в Афганистане даже применяли такие методы. Когда они по наводке, когда их агенты оставляют маячки,
по этим маячкам ракета наводится и наносится удар. Поэтому разговор не был перехвачен, а был сам запеленгован сам источник. И Джохар был убит, да. И американцы для этого не нужны были. У них были свои технологии, свои возможности для этого. И если бы это делали американцы, они точно это сделали бы. Никогда Клинтон находится в Москве. Он как раз прибыл в Москву по очень важному делу. Вот так это делает. Работа ведется. Так, этот тоже отсюда уходит, да? Долго я смотрел, как чушь пишет этот деятель. Так. За позавчерашний стрим у нас подписалось 300 человек за один стрим. И если бы не было столько подписчиков, можно было бы подумать, что не интересен контент. Сегодня чуть поменьше, в 10 раз меньше подписалось. И как вы видите, они, видимо, банят нас как-то, что мы не можем прорываться на их информационное пространство. Как-то так, друзья. Не нравится. Особенно я обратил внимание, когда какие-нибудь антипутинские названия у меня в стриме бывают. Тогда особенно они начинают. Вот сегодня я назвал «Охота началась. Путин цель номер 1». А это самое страшное на России. Потому что у Путина немножко страшновато, да? Ну что ж, Путин, не всегда ж тебе людей убивать. Тебе, Патрушеву. Слава Богу, мы все смертны. Друзья, на этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра постараюсь тоже пораньше выйти в эфир. Ну, посмотрим, как получится. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. God bless Америка. Ам Израиль Хай. Адикюэль Машваль. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Валейк салам, чеченец. Всего хорошего. До свидания, друзья. Так, что я тут сделал? Что я тут нажал, да?